Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Сәлем достар, қалайсыздар? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа, перед камерой Юлия from Казахстан, которая хочет вас научить читать по-казахски. Если вы тоже хотите научиться читать по-казахски, то давайте сделаем это вместе. И вот из этой книжки я для вас сегодня подготовила новое словосочетание. И звучит оно так. Административная ответственность. Әкімшілік жауапкершілік или әкімшілік жауаптылық. Можно и так произносить. Смысл будет один и тот же примерно. Ну что, давайте скорее научимся это читать. И два этих словосочетания объединяет слово әкімшілік. 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 Здесь нам с вами нужно научиться произносить букву «э». И за основу мы возьмем, конечно же, букву «я». Когда мы произносим букву «я», например, имя Яна, да, или там Ялта, в общем, буква «я» у нас стоит в начале слова. Что мы слышим изначально? Мы изначально слышим и краткую, а затем уже остаточное звучание, звук «э». Именно этот звук мы и используем в казахском языке, когда видим перевернутую букву Е. Да-да-да, именно вот эта перевернутая буква Е звучит как буква И пробуем прочитать через А это очень твердо. Пробуем прочитать через Я, чересчур мягко, даже приторно. Акымшелек, якымшелек. И все не то, да, вот убираем теперь и краткую в букве Я. И получается прочитать именно Язык упирается в нижние зубы. Экымшелек. Дальше везде стоит палочка с точкой. Это нечто среднее по мягкости, именно по мягкости между буквами и И. Пробуем прочитать через Экымшелек. Твердовато и неудобно, да? Пробуем прочитать через И. Экимшилик. Тоже неудобно читать и чересчур мягко и даже приторно звучит буква И. А вот палочка с точкой именно та мягкость, которая нам необходима. Экимшилик. 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 Погнали дальше. Слово жауапкершілік. Да, жауапкершілік. Жауап. Первая часть слова готова. Как пишется, так и читается, и ничего у нас не искажается. Жауап. Жауапкер. Жауапкершілік. Палочку с точкой я вам только что объяснила, как прочитать. На самом деле все очень и очень просто. Экимшілік, жауапкершілік. Разбираем третье слово. Жауаптылық. Жауаптылық. Жауап. Жауаптылық. Помним, что буква в казахском языке, в отличие от русской версии, читается очень коротко. А как же прочитать букву К или букву К с хвостиком? Нужно просто откашляться через букву К обыкновенную. Ну, точнее, отхаркнуться, да. Чего ж там. Жауаптылық. Понятно, что сейчас я, наверное, произношу очень утрированно, но зато вы сможете понять, как она образуется и произносится. Дамы и господа, а я вас поздравляю с тем, что сегодня вы научились читать еще 3 новых слова по-казахски. Так что увидимся с вами в следующий раз. А с вами была Юлия from Казахстан и ее волшебная кнопка, которая управляет этой камерой.